7 месяцев этого года было зарегистрировано более 1200 киберпреступлений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это количество хоть не намного, но уменьшилось. Тогда было зарегистрировано 1440 случаев мошенничества в сети. Таким образом, статистика показывает, осведомленность граждан о действиях мошенников возросла. Сразу я чувствую, что они такие подозрительные, просят там скачать какие-то приложения, номер карты рассказать. И все, я их сразу распознаю и задаю. Говорю, вы мошенники, я ничего вам не скажу. Конечно, звонок наступает, вот так. Я все отключаю. Конечно, поняв, что это мошенники, ложу трубку. Конечно, первый раз, когда позвонили, я очень заволновалась и поняла тех людей, которые попадают. Про звонки так называемых сотрудников банка, пожалуй, уже знает каждый. Однако такие преступники умело влияют на чувства собеседника, стараясь вызвать у потерпевшего панику и заставляя действовать необдуманно. К счастью, в нашем случае мошенник позвонил не кому-нибудь, а сотруднику полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Контактный центр ВТБ банка. С вами связался. Меня зовут Андрей. Вам меня хорошо слышно? Какого банка еще раз повторите, пожалуйста? ВТБ. Ага, слушаю вас. Связались с вами за дополнительным подтверждением открытия заявки на смену контактного номера телефона. Скажите, вы подтверждаете данный запрос? Нет. Не подтверждаете. Заявку на смену номера я не подавал. Далее преступник постарался уверить сотрудника полиции в необходимости предоставления личных данных под предлогом неожиданно, но борьбы с мошенниками. Схема не сработала, однако у таких преступников есть и другие рабочие методы. Чаще всего кибермошенники используют сервисы объявлений, сайты, звонки, взломы страниц в социальных сетях и рекламу. При этом раскрытие таких преступлений зачастую осложняется поздним обращением в полицию. В связи с этим мы упускаем кое-какие моменты оперативно-розыскной работы. Злоумышленники находятся, как правило, за пределами Якутии. И чтобы их установить, привести сюда, это занимает определенное количество времени. По результатам аналитики, жертвами IT-мошенников чаще всего становятся люди от 30 до 49 лет. Такие результаты специалисты обуславливают платежеспособностью данной категории и непосредственной нацеленностью мошенников. Обезопасить себя несложно. Главное понимать, личные данные человека не запросит ни один законопослушный гражданин. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск.